Здравствуйте, ребята! Меня зовут Прокушкин Анатолий Вячеславович, и сегодня у нас урок курса «Человек-общество» в 10 классе. Начнем мы его с повторения пройденного материала. Давайте вспомним и ответим на вопросы. Определение – результат деятельности человека и общества. Совокупность материальных и духовных ценностей, созданных человеком, относится к понятию искусство, творчество, наука, культура. Совершенно верно. Это культура. Второй вопрос. Под словом «культура» изначально подразумевались правила поведения в обществе, создание искусственной природы, способы обработки земли или способы производства новых знаний. Верный ответ – способы обработки земли. Следующий вопрос. К духовной культуре относится оборудование, искусство, здание, компьютер. Правильный ответ – искусство. Четвертый вопрос. Верны ли следующие суждения о субкультуре? А. Субкультура – совокупность норм и ценностей культуры преступного слоя общества. Б. Субкультура – это автономное целостное образование внутри господствующей культуры, определяющее стиль жизни и мышление ее носителей. Варианты ответов. Верно только А, верно только Б, верны оба суждения не верны. Конечно же, верно только Б. И последний вопрос. Определение культура. Культура, создаваемая привилегированной частью общества, либо по ее заказу профессиональными творцами, относится к понятию народная культура, массовая культура, элитарная культура или национальная культура. Разумеется, это понятие относится к элитарной культуре. Тема нашего сегодняшнего урока – общество и право. И поговорим мы с вами о социальных нормах, о праве, о нормах права, его признаках, отраслях и функциях, источниках права, правоотношениях и правонарушениях и о юридической ответственности. Все мы живем в мире определенных норм и правил, которые действуют в обществе. Называются они социальными нормами. Социальная норма – это правило поведения, регулирующее отношения между людьми в обществе. Их великое множество. Выделим основные из них. Нормы обычаев и традиций, религиозные нормы, эстетические нормы, политические нормы и нормы морали. Давайте попробуем разобраться с определением слова «норма». Посмотрите на экран. Слово «норма» латинского происхождения и означает варианты: конкретность и определенность, самооценка, осознание качеств личности или руководящее начало, правило, образец. Конечно же, правильный ответ – это руководящее начало, правило, образец в переводе с латинского. Воздействие социальных норм на поведение личности имеет 3 последовательных правила. Давайте попробуем их назвать. Верно. Это регулирование взаимоотношений в самом обществе, между людьми, группами людей или организациями, знание содержания нормы и ее осознание, и наличие мотива, то есть желание следовать социальной норме, само действие, то есть реальное поведение, исполнение социальной нормы. Древние римляне говорили, что право есть искусство добра и справедливости. Только когда право справедливо, лишь тогда люди готовы осознанно исполнять нормы права. Давайте поговорим о том, что такое право вообще, каковы его понятия и признаки. Право есть система общеобязательных норм и правил поведения, установленных государством, соблюдение которых гарантируется специальными органами власти и судопроизводством.
Значение категории права. Их очень много. Но, во-первых, мы понимаем право как естественное право, то есть неотъемлемые права человека, присущие нам всем с рождения. Право человека на жизнь, на свободу, на безопасность. Второе — это объективное, или его еще называют позитивным правом. Система юридических норм, оформленных государством и предписанных для решения тех или иных проблем. Чаще всего здесь мы сталкиваемся с отдельными отраслями права: конституционное, административное, уголовное, гражданское. И субъективное право, гарантированное государством право физических и юридических лиц. То есть гарантировано нам право на образование, на труд, на свободу предпринимательства и так далее. К основным признакам права относится следующее. Во-первых, право — это система определенных норм, то есть правил поведения общего характера, которые устанавливаются, изменяются и отменяются только государством. Право — это гарантированное государством, и в случае необходимости оно охраняется и обеспечивается его принудительной силой. То есть государство заставляет нас выполнять нормы права. Правовые нормы носят общеобязательный характер, то есть они обязательны для всех членов общества. Нормы выражаются обязательно в письменном виде, в виде письменных предписаний, которые публикуются в официальных государственных источниках и отличаются точностью и определенностью изложения. Каковы же функции права? Их три. Первое — регулятивное, действующее на общественные отношения посредством установления определенных правил поведения. Вторая — охранительная, предназначена для защиты личности и государства от правонарушений. И третье — воспитательное, направлено на формирование у граждан необходимой правовой культуры и уважительного отношения к праву. Система права состоит из, во-первых, норм права, то есть это общеобязательное правило поведения, установленное государством и закрепленное в официальных нормативно-правовых актах. Второе — отрасль права, кстати, их более 30. Это совокупность правовых норм, регулирующая целую сферу однородных правовых отношений. Например, конституционное право, административное право, уголовное, трудовое и так далее и тому подобное. И институт права. Обособленная группа норм внутри отрасли права. Например, в уголовном праве это институт преступлений против жизни и здоровья, против достоинства человека, против собственности и тому подобное. Норма права — это общие правила поведения, установленные и охраняемые государством. К основным признакам нормы права относится следующее. Норма права выражает общие, обязательные к исполнению правила, выражает определенные, четко сформулированные и конкретные правила, выражает категоричные, строго определенные государственными компетентными органами юридически закрепленные правила и охраняется принудительной силой государства. Любая правовая норма имеет определенную структуру и состоит из гипотезы, это указание круга лиц, которым адресована норма, и обстоятельства, при которых она реализуется. Это диспозиция, то есть само правило поведения, указывающее права и обязанности лиц, вступающих в правоотношения. И санкция, мера государственного принуждения, которая применяется к правонарушениям. Проще всего увидеть это на примере Уголовного кодекса. Давайте откроем статью 200, которая называется «Кража». Так вот, собственно говоря, кража, название статьи, это и есть гипотеза. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное в значительном размере, это будет диспозиция. А наказывается исправительными работами 4 категории, либо штрафом 5 категории, либо лишением свободы 1 категории, это есть санкция. Право делится на различные отрасли. Отрасли права могут быть регулятивные, то есть направленные на установление прав и обязанностей, конституционное, гражданское, трудовое, семейное. Охранительные, то есть отрасли, направленные на защиту прав. Уголовное, уголовно-процессуальное, гражданское, гражданско-процессуальное. Также право делится на частное право, то есть обеспечивает равенство между всеми субъектами, гражданское, семейное, предпринимательское,
И публичное право регулирует отношения, затрагивающие государственные интересы. Конституционное, административное, финансовое, уголовное и прочее. Давайте сделаем небольшую остановку и ответим на вопрос. Отраслью частного права будет экологическое, избирательное, финансовое или предпринимательское? Конечно же, это предпринимательское право. Правильный ответ 4. Источники права — это форма выражения и закрепления норм права с целью придания им юридического общеобязательного права. Иными словами, это то, где они закреплены. Что же относится к источникам права? Во-первых, это правовой обычай, то есть правило поведения, которое вошло в привычку и обеспечивается принудительной силой государства. Второе — судебный прецедент. Судебное решение — случай, который становится образцом, примером. Забегая вперед, скажем, что в нашей стране судебный прецедент не является источником права, но в странах островной англосаксонской системы, такой как Великобритания, Соединенные Штаты Америки, это действующий источник права. Третье — нормативный договор. Представляет собой соглашение, как правило, хотя бы одной из сторон которого выступает государство или какая-то его часть, из которого вытекают общеобязательные правила поведения, установленные для каких-то конкретных лиц. И последнее — нормативно-правовой акт. Официальный документ, который создается государственными органами и содержит обязательные юридические нормы. Это и есть основной источник права. Нормативно-правовые акты различаются по юридической силе. Во-первых, это Конституция, которая имеет высшую юридическую силу. Во-вторых, это конституционные законы, которые истекают прямо из конституционных норм, и обычные законы. А также подзаконные акты, в которые у нас входят указы президента Кыргызской республики, постановления правительства, приказы, инструкции, распоряжения министерств и ведомств. Перейдем дальше и поговорим о правоотношениях. Что такое правоотношения? Здесь все просто. Это отношения, которые регулируются правовыми нормами. В правоотношения вступают субъекты правоотношений, физические и юридические лица, обладающие правоспособностью и дееспособностью. Правоспособность — это способность быть носителем прав и обязанностей, которая наступает с момента рождения или регистрации. Дееспособность — это способность лица своими действиями осуществлять принадлежащие ему права, создавать для себя обязанности и исполнять их. Она наступает по достижению совершеннолетия. Но это не значит, что до достижения 18 лет вы полностью недееспособны. Существует такое понятие, как частичная дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет и малолетних от 6 до 14 лет. Об этом вы более подробно поговорите, когда будете изучать гражданское право. И также с 14 лет за отдельные виды преступлений наступает уже уголовная ответственность. Это уже у нас деликтоспособность. А с 16 лет по общему порядку. И объекты правоотношений. Материальные и нематериальные блага, продукты интеллектуального творчества и результаты действий человека. Содержание же правоотношений составляют субъективные права и юридические обязанности. Правонарушение — это общественно вредное виновное деяние, противоречащее нормам права. Не всякое деяние является правонарушением, лишь то, которое обладает рядом признаков. Во-первых, это деяние, то есть осознанное или неосознанное действие. Например, осознанно украл у кого-то что-то. Или неосознанно забыл уплатить налоги. Противоправность — это противоречие действиям норм права. Следующий признак — это виновность. То есть психическое отношение к своему противоправному поведению, осознание противоправности того действия, которое вы совершаете. При этом виновность может быть в форме прямого и косвенного умысла, в форме самонадеянности или небрежности. И последний признак — общественная опасность деяния. Правонарушение всегда несет вред личности, обществу или государству. Все правонарушения
согласно нашему законодательству, мы можем разделить на 3 группы. Это преступления, проступки и нарушения. Обо всем этом вы также поговорите, изучая соответствующие отрасли права более подробно. Подходим к концу нашей темы и поговорим о юридической ответственности. Это совокупность неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть у тех, кто нарушил право. Юридическая ответственность наступает за совершение правонарушения, устанавливается государством в нормах права, возлагается строго определенными государственными органами или должностными лицами, ответственными за назначение юридической ответственности, и обеспечивается принудительной силой государства. Для этого существуют специальные органы, которые привлекают людей, физические лица, юридические лица, к юридической ответственности. Цель юридической ответственности — защитить права и свободы человека, обеспечить общественный порядок и восстановить социальную справедливость, наказав виновного. При этом существуют обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. Это необходимая оборона, крайняя необходимость, когда не нужно допустить еще большего вреда, причинив меньший вред, невменяемость посягающего лица, исполнение приказа или непреодолимая сила, ну, например, стихийное бедствие. Основные виды юридической ответственности следующие. Гражданско-правовая. Это невыгодные последствия имущественного характера, например, возмещение вреда, уплата неустойки, штрафа, пени согласно какому-то договору. Второй вид — дисциплинарная. Применяется чаще всего в трудовом праве или в армейских взаимоотношениях. Наложение взыскания на работника предприятия администрации в форме замечания, выговора, увольнения. Административная. Это общественные работы, штраф, лишение специальных прав или арест для военнослужащих. И последний вид — уголовная ответственность, наступающая за совершенные преступления. Давайте подведем итог этой части нашего урока и ответим на вопросы. Верны ли следующие суждения? Проступки делятся на гражданские, административные, уголовные и дисциплинарные. Это А. Б. Заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте классифицируется как преступление в Уголовном кодексе. Посмотрим на правильный ответ. Верно только Б. Заведомо ложное сообщение о готовящемся террористическом акте классифицируется как преступление. Давайте подведем итоги нашего сегодняшнего урока и вспомним, о чем же мы сегодня говорили. Мы говорили о социальных нормах. Социальная норма от латинского «правило», «образец», «мерило», установленное в обществе правила поведения, регулирующие отношения между людьми и общественную жизнь. Социальные нормы делятся на нормы обычаев и традиций, религиозные нормы, эстетические нормы, политические, нормы морали и те нормы, о которых мы сегодня говорили весь урок, нормы права. Право — это система общеобязательных норм и правил поведения, установленных государством, соблюдение которых гарантируется специальными органами власти и судопроизводством. Признаками права является то, что это система определенных норм, гарантированность ее государством, обязательный характер и наличие письменной формы. К отраслям права относятся конституционное, уголовное, гражданское. Это основные отрасли права. Функции права — регулятивная, охранительная и воспитательная. Источниками права являются правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор и нормативно-правовой акт. Правоотношения — это отношения, которые регулируются правовыми нормами. А правонарушение — общественно вредное, виновное деяние, противоречащее нормам права. И также мы поговорили о юридической ответственности. Это совокупность неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть у того, кто нарушил право. К основным видам юридической ответственности относятся гражданско-правовая, дисциплинарная, административная и уголовная. На этом наш урок подошел к концу. Всего вам доброго.